Продолжение. Глава 18. Бог совершает чудо. На протяжении почти 10 лет у меня никогда не возникало желания построить сиротский приют. Напротив, я предпочитал тратить финансы, которые поступали на насущные нужды, на расширение работы в соответствии со средствами, которые давал Господь. Но в конце октября 1845 года я почувствовал побуждение рассмотреть этот вопрос с иной стороны, чего я ранее никогда не делал. Я получил письмо от джентльмена, который жил на той же улице, где находились 4 сиротских приюта. Он учтиво сообщил мне, что жители домов, расположенных по соседству с сиротскими приютами на улице Уилсон, испытывают неудобства. Он попросил меня предпринять что-либо благоприятное для решения этого вопроса. На прошлой неделе я был очень занят и не имел возможности рассмотреть этот вопрос. В понедельник утром, однако, я выделил несколько часов для молитвы по этому поводу. Я записал причины, по которым сиротским приютам следовало бы переехать с улицы Уилсона, и причины против переезда. Итак, причины для переезда приютов с улицы Уилсона. Первое. Соседи испытывают неудобства от шума, который доставляют дети во время игр. Эта жалоба не является ни беспочвенной, ни несправедливой, хотя никто не может вменять дорогим детям за это вину. Если бы я жил рядом с сиротскими приютами, то, возможно, у меня возникла бы головная боль. Поэтому я должен поступать с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной. Я ранее никогда не осознавал серьезного значения этой стороны дела. Второе. Огромное число детей, проживающих в приютах, являлось причиной неполадок в работе водопровода, что часто влияло на обеспечение водой одного или двух соседских домов. Слова «Да не хулится ваша добрая» Римлянам 14:16 и «Кротость ваша да будет известна всем человекам» Филиппийцам 4:5, по-видимому, должны стать для меня самыми важными отрывками Слова Божьего, согласно которым мне необходимо поступить в данной ситуации. Третье. У нас нет подходящих игровых площадок на улице Уилсона. Наша игровая площадка достаточно велика только для одновременной игры детей одного сиротского приюта, в то время как ею должны были пользоваться дети из 4 приютов. Мы не можем устроить так, чтобы все дети пользовались площадкой, поскольку нужно учитывать расписание приема пищи, времени, обучения, погодные условия и другие препятствия. Четвертое. Возле сиротских приютов нет подходящей земли под огород. Переехав с улицы Уилсона и получив дома, окруженные плодородными землями, мы смогли бы принести пользу детям. У них появилась бы благоприятная возможность для практического труда, а мальчики научились бы более подходящему занятию, чем вязание. Пятое. Деревенский воздух будет гораздо полезнее для здоровья сирот, чем загрязненный городской воздух. Шестое. Во время заболевания мы слишком стеснены в приютах на улице Уилсона. Ни в одном из приютов у нас нет ни одной запасной комнаты. Хотя Господь ранее всегда милосердно помогал нам в подобные времена, тем не менее, не обходилось без неудобств. Иногда в одной комнате у нас находится больше детей, чем желательно для поддержания им хорошего здоровья. Даже когда нет карантина, все равно хотелось бы иметь комнаты большей площади. Чем больше я размышляю над этим вопросом, тем больше убеждаюсь, что ни один обычный дом, построенный для расселения не более 10 человек, не подойдет для благотворительного учреждения такого значительного масштаба. Поэтому мне казалось, что нет другого выхода, кроме как строить. Доводы в пользу того, чтобы остаться на улице Уилсона. Первое. Бог явно дал нам это место. По мере того, как мы разрастались, Бог открывал перед нами другие подходящие для нас дома на этой улице. До сих пор Бог указывал на улицу Уилсона как на место, где должна была проводиться эта работа. Могло ли подойти время для переезда? Второе. Возможно, мы должны арендовать больше домов на улице Уилсона. Мы могли бы использовать 2 дома под сиротские приюты и один из них под лазарет на случай заболевания. Но при этом бы остались возражения соседей из-за шума детей. Водопровод был бы еще более перегруженным, так как не рассчитывался на такое количество жильцов. Замена его потребует больших расходов. Игровая площадка станет еще менее пригодной, и, наконец, нет причины думать, что мы в состоянии арендовать дополнительные дома. Третье. Против постройки собственного здания существует 3 основных возражения. Для этого необходимо огромное количество денег, которые можно было бы использовать для восполнения насущных нужд сирот. Постройка постоянного здания может сказаться на характере христианина как странника на этой земле. Наконец, чтобы подготовить все необходимое для строительства, понадобится очень много времени. Но все эти возражения имеют вес только в том случае, если я безо всякой необходимости захочу приступить к строительству. То есть, если я могу арендовать помещения, которые во всех отношениях подходят для работы, и при этом еще предпочитаю строиться, тогда эти возражения применимы в данном случае. Но мы не можем позволить себе роскошь обвинения в ненужной трате денег на строительство, тогда как мы можем арендовать здания. При этом бы время не было бы потрачено впустую. Поэтому эти 3 только что упомянутые возражения были отклонены, когда я увидел, что не оставалось никакого другого выхода, кроме как строиться.
Проведя несколько часов в молитве и размышлении над этим вопросом, я начал понимать, что Господь подводит меня к строительству. Его намерения состояли в том, чтобы доставить благо сиротам и упорядочить работу в целом. Более того, Он хотел показать, что может и желает обеспечить значительные суммы денег для тех, кому они нужны, и кто верит Богу, что Он их даст. Не было периода, на протяжении которого было бы столько заявок на принятие сирот, как тогда, когда я только начал думать о строительстве. Тем же днем я изложил свои соображения перед сотрудниками в церкви, чтобы узнать их мнение. Они все сошлись на том, что не видят причин не строить. На следующий день моя дорогая жена и я начали совместно молиться по этому вопросу и решили делать это каждое утро. Мы просили Бога пролить свет в отношении всех деталей проекта. Будучи уверенным, что строительство – это Божья воля, я начал просить Господа о деньгах. Нам потребуются достаточно большие помещения для размещения 300 сирот, а также большой участок земли неподалеку от Бристоля для строительства небольшой фермы. Это будет стоить минимум 10 тысяч фунтов. Я не расстроился из-за этого, потому что доверял Богу. Мы продолжали совместно молиться каждое утро на протяжении 15 дней, но ни одно пожертвование не поступило. Однако мое сердце не разочаровалось. Чем больше я молился, тем больше убеждался, что Господь нас обеспечит. Все было так, как будто я действительно видел перед собой новые дома с приусадебными участками. С начала основания института библейских знаний Бог вел меня вперед и расширял работу без усилий с моей стороны. Моим единственным побуждением являлось принести славу и честь Богу, достичь благоденствия церкви, физического и духовного благополучия бездомных сирот и благосостояния всех тех, кто заботится о них. Молясь по этому поводу вновь и вновь, я по-прежнему сохранял совершенный мир и покой. Поэтому я решил, что продолжать идти вперед действительно является для меня волей Божьей. 15 ноября один брат приехал для временной работы в Бристоль. Я рассказал ему о том, что сиротам придется переехать с улицы Уилсона. Он выразил мнение, что строительство – это воля Божья для меня. Суждения этого дорогого брата меня ободрили. Он также посоветовал искать Божьего водительства в вопросе проектирования здания. Он сказал: «Ты должен искать помощи Господа, чтобы Он показал тебе план здания, чтобы все, что ты будешь делать, соответствовало Божьим желаниям». Я ежедневно ожидал от Господа финансы на эту работу, но ни одного пенни не поступило. Тем не менее, я не разочаровался. Моя уверенность, что Бог в свое время и своими путями даст мне средства, постоянно возрастала. Больше, чем когда-либо в моей жизни, меня поразили следующие слова из Библии. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1, стихи 2 по 4. Эти слова проговорили в моем сердце, подтверждая, что мне нужно строить сиротский приют. Я просил Господа укрепить мою веру и поддержать терпение. Я знал, что мне необходимо запастись терпением так же, как и верой. Спустя 36 дней с начала молитвы я получил 1000 фунтов на строительство сиротского приюта. Это было самое большое единоразовое пожертвование, которое я когда-либо получал. Но я был также мирен и спокоен, как если бы я получил 1 шиллинг, поскольку я уже отдал все Богу и ждал получить ответы на мои молитвы. Даже если бы мне дали 5000 фунтов или 10 тысяч, я бы не удивился. 13 декабря. Моя заловка сказала мне, что встретила в Лондоне джентльмена, который читал о делах Господа в моей жизни. Она рассказала ему, что я собираюсь строить сиротский приют, и он, будучи архитектором, предложил составить проект и безвозмездно управлять строительством. Он также был христианином. Тот факт, что это предложение поступило неожиданно и от архитектора-христианина, особенно показывает на руку Божью в этом деле. 23 декабря. Сегодня наступил 50-й день с тех пор, как я принял решение строиться. С 10 декабря не поступало ни пенни. Этим утром я был особенно вдохновлен. Потому что Господь послал мне 1000 фунтов и обещание помощи от христианина-архитектора, имя которого до сих пор мне неизвестно. Я начинаю быть более конкретным в моих молитвах. Мы должны иметь большой участок земли, не менее 6-7 акров в окрестностях Бристоля. Конечно же, это будет дорого, но я уповаю на Бога. Я не искал этого строительства, и желание пришло не от меня самого. Бог неожиданно подвел меня к этому. За день до этих планов я получил от одного из моих соседей письмо, в котором говорилось о доставляемых сиротами неудобствах. Но при этом у меня и мысли не появилось строить приют для сирот. Я молюсь о том, чтобы Господь продолжал давать мне веру и терпение. Если Он поможет мне уповать на Него, то помощь непременно придет. 24 декабря. Пожертвования больше не поступают. Но моя надежда на Бога непоколебима. Он непременно поможет. Я умышленно не публикую никакой информации об этих планах для того, чтобы в этом можно было ясно видеть руку Божью. Я говорил с несколькими людьми о моем намерении строить, когда разговор заходил об этом. Через это Господь может известить и других, и таким образом послать деньги на строительство. Или же Он может обеспечивать в таком изобилии уже выполняемую работу, что можно будет откладывать излишек на строительство.
Несомненно, мы столкнемся со многими испытаниями, связанными с расширением поля деятельности, поэтому я ясно желаю увидеть, что сам Бог ведет меня к этому. 29 декабря. Этим вечером я получил 50 фунтов. Это пожертвование чрезвычайно драгоценно для меня не только потому, что оно было принесено с радостью, и не из-за его размера, а потому, что это еще одно явное доказательство того, что Бог обеспечит строительство. Я все больше утверждался в том, что Бог ради себя построит огромный сиротский приют в этом городе, чтобы показать какое-то благословение, доверять ему. Я могу лишь сказать: Господи, вот твой слуга, если хочешь, используй меня. 30 декабря. Этим утром, по мере чтения Библии, я подошел к книге Ездры. Я был особенно вдохновлен следующими двумя моментами в первой главе и связал их со строительством сиротского приюта. Первое. Бог использовал Кира, языческого царя, чтобы обеспечить средства на строительство Иерусалимского храма. Насколько же просто будет для Бога обеспечить 10 тысяч фунтов на сиротский приют, или даже 20, или 30 тысяч фунтов, если потребуется. Второе. Бог побуждал людей помогать тем, кто пребывал в Иерусалим. Ему очень просто вложить в сердца его детей желание помогать мне. 3 января 1846 года. Один из сирот внес в строительный фонд 6 пенсов. Этим утром я попросил Господа идти впереди меня и затем отправился искать участок земли. Несколько раз мне напоминали об учебном манеже, как о подходящем месте для строительства. Я так не считал, но подумал, что, по крайней мере, стоит на него взглянуть. После того, как я увидел его своими глазами, мои сомнения о его непригодности подтвердились. На обратном пути в город я видел несколько полей неподалеку от манежа. Этим вечером у меня возникло побуждение написать владельцу письмо и спросить, не желает ли он их продать. Теперь я спокойно ожидаю дальнейшего водительства от Господа. Если его время ответить на наши просьбы о подходящем участке земли уже пришло, я буду рад. Если нет, то я хочу, чтобы терпение имело совершенное действие. 8 января. Я получил ответ на свое письмо. Владелец полей ответил, что земля слишком дорогая, чтобы быть доступной для меня. 9 января. Я вновь пошел посмотреть на эти поля, и они показались мне очень подходящими. Я встретился с агентом по продаже земли, и он сказал мне, что земля там стоит 1000 фунтов за акр. И, следовательно, слишком дорога. Я попросил агента информировать меня, если он услышит что-либо о продаже подходящего участка земли. 31 января. Сегодня уже 89-й день с тех пор, как я ежедневно ищу волю Бога в вопросе строительства сиротского приюта. Скоро Господь даст нам участок земли, и этим вечером я сказал это братьям и сестрам. 2 февраля. Сегодня я услышал о подходящей и недорогой земле на Эшли-Даун. 3 февраля. Земля на Эшли-Даун – это лучшее из всего, что я когда-либо видел. 4 февраля. Этим вечером я поехал к владельцу участка на Эшли-Даун, но его не оказалось дома. Мне сказали, что я могу найти его в его офисе. Я пошел туда, но мы разминулись всего на несколько минут. Я мог бы вернуться к нему домой, но не сделал этого, рассудив, что Бог не хочет, чтобы я нашел его в каком-либо из этих мест. Я решил не форсировать события, а позволить терпению производить совершенное действие. 5 февраля. Этим утром я встретился с владельцем земли. Он рассказал, что проснулся в 3 часа ночи и до 5 не мог уснуть. Пока он, проснувшись, лежал в постели, ему в голову пришли мысли об участке земли, который, как он слышал, я хотел купить под сиротский приют. Он решил, что если я захочу его купить, то он позволит мне приобрести его за 120 фунтов, за акр вместо 200 фунтов, которые он запрашивал ранее. Как благ Господь! Этим утром мы подписали договор, и я приобрел поле размером около 7 акров. 8 февраля. Я написал письмо архитектору, который предложил свою помощь. 11 февраля. Я получил ответ на свое письмо архитектору. Он был счастлив предложить свои дарования архитектора и прораба безвозмездно, чтобы помочь строить новый сиротский приют. Общая сумма, которая поступила в строительный фонд с 4 июня 1846 года, немного превышает 2700 фунтов. Это лишь небольшая часть того, что понадобится, но Бог в его надлежащее время пошлет нам полную сумму. С тех пор, как я начал молиться об этой работе, прошло 212 дней. Я как никогда убежден, что Бог снизойдет использовать меня для строительства этого приюта. Если бы я принял это решение, основываясь на простом энтузиазме, я встретил бы непреодолимые трудности. Но Бог подвел меня к этой работе. Он помогал мне в прошлом и будет продолжать помогать до конца. 4 июля. Моя вера и терпение прошли чрезвычайные испытания. Огромные сложности возникли после всего по поводу моего владения землей. Но благодаря Божьей благодати мое сердце находилось в мире и полной уверенности, что если Господь заберет у меня этот участок земли, то лишь с одной целью, чтобы дать мне что-то лучшее. Наш Небесный Отец никогда ничего не забирает у своих детей, пока Он не приготовил им что-то лучшее. Проходя эти великие испытания веры, я не мог оставить мысль, что трудности возникли только для того, чтобы я утвердил мою веру и терпение. Прошлым вечером я получил письмо, в котором говорилось, что все препятствия устранены. Через несколько дней нам будут переданы документы на землю.
6 июля. Причина, по которой лишь небольшие суммы денег поступали на строительство за последние несколько месяцев, заключалась, по-видимому, в том, что нам не требовались деньги на тот момент. Когда они были нужны и когда моя вера и терпение были достаточно испытаны, Господь посылал больше. Сегодня мне вручили 2050 фунтов, 2000 на строительство, 50 фунтов на текущие расходы. Невозможно описать мою радость в Боге, когда я получил это пожертвование. Я ожидаю ответа на мои молитвы, и я верю, что Бог слышит меня. Тем не менее, мое сердце настолько было переполнено радостью, что я мог только сидеть перед Богом и славить Его. Под конец я пал на колени и в радостном благоговейном порыве излил слова горячей благодарности Господу. Я вновь посвятил свое сердце Ему для Его благословенного служения. 19 ноября. Этим утром с 5 до 6 часов я молился помимо других нужд и о средствах на строительство. Затем я провел много времени, читая Слово Божье. Я дошел до Евангелия Марка 11:24. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили, и будет вам». Я часто проповедовал о важности истины, заключенной в этом стихе. Применяя его к новому сиротскому приюту, я сказал Господу: «Господь, я верю, что Ты дашь мне все необходимое для этой работы. Я уверен, что у меня будет все, потому что я верю, что получаю ответ на мою молитву». Вечером мне пришло заказное письмо, в котором находился чек на 300 фунтов. 280 фунтов предназначались для строительного фонда, 10 на мои личные расходы, а 10 для брата Крейка. Да прославится святое имя Господа за эту драгоценную поддержку. Сейчас средства на строительство возросли более чем до 6000 фунтов. 9 декабря. Прошло уже 400 дней с тех пор, как я начал ожидать от Бога помощи на постройку сиротского приюта. Но пока что Он еще проводил меня через испытания веры и терпения. Он как будто говорит мне: «Мой час еще не настал». Но при этом Он ободряет меня продолжать уповать на Него. По Его благодати моя вера непоколебима. Я полностью уверен, что в свое время Он даст мне все необходимое для этой работы. Как и когда Он восполнит эту нужду, я не знаю. Но я уверен, что Бог поможет мне в свое время и так, как Он этого желает. В то же время у меня есть множество причин славить Господа за то, что мое упование на Него не тщетно. За последний год в ответ на молитву Он послал мне подходящий участок земли и 6304 фунта на строительство. Несомненно, я нечетно ожидаю Господа. Благодаря Его помощи я смогу успешно довести дело до конца. Глава 19. Отвечая на Божий призыв к служению. 25 января 1847 года. Приближается время, когда мы сможем приступить к постройке здания. Я молился с великим усердием, чтобы Господь скорее послал остаток необходимой суммы. Я верю, что время, когда Господь даст мне все необходимое для начала строительства, приближается. Я поднялся этим утром с коленей, в полной уверенности не только в том, что Бог может, но также и в том, что Он хочет послать мне деньги. Где-то час спустя после молитвы в строительный фонд поступило 2000 фунтов. Я не могу описать мою радость в Боге, когда я получил этот вклад. Я уповал на Бога 447 дней, ожидая восполнения всей суммы. Какое великое благословение получает душа, которая доверяет Богу и терпеливо ожидает. С 10 декабря 1845 года до 25 января 1847 года исключительно в ответ на молитву я получил 9285 фунтов. Господь желает давать то, что необходимо для постройки нового сиротского приюта, хотя при этом расходы увеличиваются на 2500 фунтов в год. С момента основания этого института у меня было желание использовать часть финансов для поддержки миссионеров, которые не получают регулярного жалования. За последние 2 года Господь позволил мне делать это в гораздо большей мере, чем раньше. Я знаю, что многие, кто проповедует Слово Божье, не имеют зарплаты и находятся в нужде. Некоторые могут сказать, что эти люди должны полагаться на Бога. Если они проповедуют, что Иисус является единственной надеждой для спасения грешников, тогда они должны также показывать добрый пример доверия Богу в обеспечении их насущных потребностей. Это должно вдохновить необращенных людей верить в Господа Иисуса ради спасения своих душ. Но я также чувствую, что я, как их брат, должен помогать, пытаться помочь им, насколько я могу. Моих собственных денег может хватить лишь на близкие поездки, поэтому в этом году я стал более усердно молиться за миссионеров, чем ранее. Господь ответил на мои ежедневные просьбы, наградив меня возможностью послать втрое большую сумму, чем я обычно давал. Я просил Бога направлять меня, чтобы я оказывал поддержку тем, кто в этом особенно нуждался. Я также старался доносить до них слово ободрения, чтобы укрепить их сердца в Боге. Эти дорогие братья получали не только денежную помощь для восполнения повседневных нужд, но и подкреплялись и утверждались в своих сердцах еще больше доверять Богу. 9 марта. Как благ Господь, помогая мне неделю за неделей в огромных расходах, особенно в это время глубокого экономического ненастья и недостатка продовольствия. Во славу Его я могу сказать, что всю зиму мы ни разу ни в чем не нуждались. Если перспектива не ясна, то это самое время для действия веры. Чем больше трудностей, тем больше потребности верить.
До тех пор, пока остаются человеческие возможности на успех, вера не может совершить все так легко, как при отсутствии естественных перспектив. Во времена кризиса наши расходы значительно возрастают по сравнению с обычным состоянием. Многие люди, которые в другом случае могли бы нас поддержать, не имели возможности это сделать или же направляли свои излишки на другие нужды. Но серебро и золото принадлежат Господу. Если мы возносим Ему свои молитвы и Ему доверяем, Он не оставил нас. Мы так же легко пережили эту зиму, как и любую другую. Бог использовал это время как особую возможность, чтобы показать благословенность доверия Ему. 11 мая. Я имею возможность покрыть все расходы, связанные с ведением хозяйства, на всю следующую неделю. Дети ни в чем не нуждаются, провизия никогда не была столь дорогой, как сейчас. Хлеб и рис стоят почти в 2 раза дороже, чем 18 месяцев тому назад, а овсянка подорожала почти втрое. Мы не можем покупать картофель из-за его высокой цены. В эти дни финансовых потрясений, естественно, возникает вопрос. Если ты заботишься только о 130 сиротах и уже так нуждаешься, то что же ты будешь делать с 300? Но подобные мысли не беспокоят меня. Господь также легко может обеспечить все финансовые средства, которые потребуются для работы, когда откроется новый сиротский приют, как Он это делает и сейчас. 7 июля. Сегодня начались строительные работы. Наконец, после того, как я искал помощи у Бога в течение 607 дней, Он дал мне желание моего сердца. 3 февраля 1848 года. Кто-то может сказать: ты постоянно находишься в нужде. Не успеет восполниться одна нужда, как возникает другая. Не кажется ли тебе такая жизнь слишком тяжелой? Не устал ли ты от этого? Я постоянно в большей или меньшей степени испытываю озабоченность, связанную с этой работой. Бог обеспечил меня деньгами продолжать дело, и мне радостно делиться с людьми тем, как Бог ответил на мои просьбы. Но деньги никоим образом не являются главным предметом моих повседневных забот. Тяжелым испытанием всегда является болезнь детей. Мы молимся о деньгах, лекарствах, о Божьем водительстве и о Его мудрости. Иногда наших детей нанимают на работу для помощи по хозяйству или в подмастерье. Очень важно при этом найти для них подходящее место. Однако это бывает намного труднее, чем получить деньги. Иногда я по несколько недель ожидал от Господа восполнения этой нужды, но Он всегда мне помогал. Иногда я очень нуждаюсь в мудрости и Божьем водительстве, чтобы знать, как обходиться с некоторыми детьми при определенных обстоятельствах. Моя нужда в этом отношении довольно велика, и я всегда получал помощь, когда терпеливо ожидал Бога. Когда кто-либо из работников должен оставить работу по состоянию здоровья или по какой-то другой причине, тогда я оказываюсь в гораздо большей нужде, чем когда прошу денег на учреждение. Такая нужда может быть восполнена только тогда, когда уповаешь на Бога. Одна из величайших трудностей, связанных с этой работой, это найти подходящих для нее благочестивых людей. Необходимо учитывать множество моментов. Должен быть подходящий возраст, здоровье, способности, опыт, любовь к детям, истинное благочестие, готовность переносить множество испытаний и трудностей, связанных с работой, и сильное желание трудиться не ради денег, а ради служения Богу. Найти благочестивых людей с такими качествами не очень-то просто. Я не ищу совершенных сотрудников и не предполагаю, что мои сотрудники – это люди без слабостей, недостатков и ошибок. Я сам далек от совершенства, но я пытаюсь найти подходящих людей, в которых, насколько это возможно, эти качества сочетаются. Мои сотрудники должны испытывать радость от работы, тогда и мне будет легко с ними работать. Я должен быть их слугой, но при этом я должен оставаться в позиции власти, которую Бог дал мне в этой работе. Эта нужда гораздо серьезнее, чем любая другая, связанная с деньгами. Эти вопросы побуждают человека взывать к Богу. Действительно, я пребываю в постоянной нужде. Прошло много лет с тех пор, как я начал хвалиться Богом, печатая отчеты о нашем служении. Несомненно, сатана желает моего падения. Если бы я был предоставлен сам себе, то когда-то бы стал его жертвой. Гордость, неверие и другие грехи могли бы погубить меня и привести к позору и бесчестию имени Иисуса. Никто не должен обожать меня, восхищаться моей верой или думать обо мне как об удивительном человеке. Нет, я так же слаб, как и другие. Мне необходима поддержка в вере и любая другая милость. Тем не менее, я нахожу, что эта работа ведет не к тяжелой жизни, а наоборот, к счастливой. Невозможно описать полноту мира и божественной радости, которые наполняют мою душу, когда я получаю ответы от Бога, ожидая Его помощи и благословения. Чем дольше мне приходится ожидать от Него или чем больше нужда, тем больше радость, когда наконец приходит ответ. Я нисколько не устал от подобного образа жизни, так как ожидал трудностей с самого начала. Для Божьей славы и ободрения Его дорогих детей я желал проходить через них, чтобы только святые могли иметь пользу от моего общения с Богом. Чем дальше я продвигаюсь в этом служении, тем значительнее становятся те или иные испытания. Но в то же время я становлюсь все более счастливым в моем служении и более уверенным в том, что я исполняю именно то, что желает Господь.
Как же в таком случае я могу устать от выполнения работы Божьей? Бог множество раз подтверждал, что Он верен своему слову. Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Самое замечательное дело, которым должны заниматься ученики Иисуса Христа, это искать Царствие Божье. Я верю, что это означает искать внешнего и внутреннего преуспевания Церкви. Если мы стремимся завоевать души для Господа Иисуса, то тем самым способствуем внешнему проявлению Царствия Божьего. Если мы помогаем нашим собратьям в теле Христовом возрастать в благодати и истине или заботимся о них каким-либо иным образом, то мы печемся о внутреннем Божьем благоденствии. В связи с этим мы также должны искать Его праведности. Это означает стремиться все более и более уподобляться Богу, искать того, чтобы наш ум сообразовывался с разумом Божьим. Если мы усердно заботимся об этих двух вещах, тогда мы приходим к тому драгоценному обетованию. И это все, то есть пища, одежда или что угодно другое, приложится вам. Желаете ли вы сделать поиск Царствия Божьего и Его праведности своим первостепенным делом и величайшей заботой? Являются ли дела Божьи, почитание Его имени, благоденствие Его церкви, обращение грешников и спасение вашей собственной души вашей основной целью? Или же ваше основное внимание занимают ваш бизнес, семья или мирские заботы? Помните, что все мирское пройдет, но Божье будет длиться вечно. Я не знаю ни одного дитя Божьего, который поступал бы в соответствии с вышеуказанным отрывком и для которого Бог не исполнил бы свое обещание, и это все приложится вам. 29 апреля. Общая сумма, которую я получил на строительство, превышает 11 тысяч фунтов. Эти деньги позволяют мне покрыть все расходы, связанные с покупкой земли и строительством приюта. Хвала Господу! Глава 20. Восхитительная жизнь распорядителя. 1 мая 1848 года. Призваны ли мы к миссионерству, торговле или другому занятию, мы должны совершать наше дело как домоправители Господа. Дитя Божье было куплено драгоценной кровью Христовой. Все, чем он обладает, его физическая крепость, умственная сила, все его разнообразные способности, его ремесло или бизнес, его имущество – все принадлежит Богу. Написано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 19-20. Доходы от нашего занятия не принадлежат нам в том смысле, что мы вольны потратить их для удовлетворения нашей гордыни или нашей любви к удовольствиям. Мы должны стоять перед нашим Господом и Господином, как Его распорядителя, ища Его воли в том, что нам использовать и как нам использовать доходы от нашего занятия. В 1 Коринфянам 16:2 написано: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Чтобы не делать сборов, когда я приду, необходимо было сделать сбор для бедных святых в Иудее. И братья в Коринфе получили увещание откладывать деньги каждый день, на протяжении недели по мере успеха, который Господь обеспечивал им в их делах. Теперь не должны ли святые также и сегодня действовать согласно этому слову? Все это в полном согласии с нашим характером странников помогает увидеть, сколько за неделю мы можем позволить себе выделить для бедных или на дело Божье. Мы также должны помнить принцип Писания. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 2 Коринфянам 9:6. Мы обильно благословлены в Иисусе, и нам не нужен стимул, чтобы совершать добрые дела. Прощение наших грехов, сделавшее нас навеки детьми Божьими, имеющих дом Отца Небесного своим домом, все эти благословения должны побуждать нас служить Богу в любви и признательности во все дни нашей жизни. Этот стих относится и к настоящей, и к будущей жизни. Если мы скупо предоставляем свое имение для Него, тогда и на небесах лишь небольшое сокровище будет отложено для нас. Но если любовь Христа побуждает брата сеять обильно, то он уже в этой жизни пожнет щедро благословение и для своей души, и для восполнения насущных нужд. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притча 11, 24, 25. «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерой мерите, такую же отмерится и вам». Лука 6, 38. Очевидно, что этот отрывок указывает на земную жизнь и на повседневные нужды. Давайте будем ходить как распорядители, а не поступать как владельцы, удерживая для себя средства, которые Господь доверил нам. Он благословил нас не для того, чтобы мы удовлетворяли наш плотской разум, а для того, чтобы мы использовали деньги в Его служении и для Его славы. Брат с небольшим заработком может спросить: «Я тоже должен давать? Мои доходы настолько малы, что моя семья едва сводит концы с концами». Мой ответ таков: задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что ваши доходы, возможно, столь малы только потому, что вы все тратите на себя?
Если бы Бог дал вам больше, то вы бы использовали эти средства для повышения собственного комфорта, а не для того, чтобы найти больного человека или того, кто не имеет работы, и помочь им. Брат с небольшими доходами может иметь огромное искушение отказаться от ответственности, поддерживать нуждающихся и больных святых или помогать работе Божьей. Он думает, что это дело несколько богатых верующих в общине, тем самым он обкрадывает самого себя. Сколько вы должны жертвовать из своего дохода? У Бога нет никаких правил на этот счет. Мы должны давать доброхотно, а не потому, что это требуется. Если даже Иаков, впервые озаренный духовным светом, пообещал Богу дать 10-ю часть всего, то как много мы, верующие в Господа Иисуса Христа, должны делать для Него? Смотрите, Бытие 28:22. Если к даянию нас побуждает любовь Христова, то тогда этот стих будет исполняться и в нашей жизни. Господь обильно воздаст нам, и в итоге мы обнаружим, что мы не терпим никаких лишений даже в мирских нуждах. Но в тот момент, когда кто-то начинает давать ради получения выгоды от Господа, или же перестает обильно сеять ради увеличения своих владений, тогда река обилия Божьего перестанет течь в его жизни. Дитя Божье должно желать стать каналом, через который текут обильные Божьи благословения. Поначалу этот канал узкий, мелкий, но даже и при этом воды Божьего изобилия могут проходить через него. Если мы радостно посвящаем себя этой цели, тогда канал становится шире и глубже, позволяя протекать все большему изобилию от Бога. Мы не можем ограничить степень, до которой Бог может употреблять нас как инструменты в передаче благословений, если мы подчиняемся Ему и воздаем Ему всю славу. 3 мая. Работа теперь велика, и расходы увеличились. На протяжении месяца мы потратили 500 фунтов на различные нужды учреждения. Я не могу ожидать снижения расходов, и у меня нет желания, чтобы это произошло. Я испытываю огромную радость, выписывая чеки на большую сумму, как и вкладывая деньги, полученные от Бога через даятелей. Деньги не имеют для меня ценности, если я не могу использовать их для Бога. Чем больше я оплачиваю работу Божью, тем больше перспектива, что Он и дальше будет обеспечивать меня. Чем больше суммы я получаю от Него в ответ на молитву, тем более велика уверенность в благодеянии и реальности того, что только Он один знает наши нужды. Поэтому я радуюсь и в даянии, и в получении. Всей своей крепостью я посвятил себя заполнению сиротского приюта детьми. Чем большие суммы нам будут необходимы, тем больше у меня будет причин прибегать к неистощимым сокровищам Бога. Очевидно то, что нельзя впустую тратить деньги, полученные в ответ на молитву. Если кто-то получает от Бога средства в ответ на молитву, а затем впустую их тратит, то он вскоре обнаружит, что больше не может молиться в вере о дальнейшем обеспечении. 17 января 1849 года. Необходимо предпринять дальнейшие шаги для мебелировки нового сиротского приюта. Более 2/3 комнат уже почти готовы. Я ежедневно усердно молюсь, чтобы Господь послал нам деньги, в которых мы по-прежнему нуждаемся. Этим вечером я получил 600 фунтов, которые восполнят огромные расходы, связанные с приобретением мебели для нового сиротского приюта. 12 февраля. Новый сиротский приют практически полностью готов. Через 6 недель с Божьей помощью все будет завершено. И последние 2 недели я был очень занят, подготавливая необходимые соглашения о поставке мебели. Я начал молиться еще усерднее, чтобы Господь послал мне средства, которые по-прежнему необходимы для комплектации приюта. Этим утром ко мне пришел брат в Господе, и после нескольких минут общения дал мне 2000 фунтов на мебелировку нового сиротского приюта или на что-то еще необходимое для сирот. На данный момент я вложил всю эту сумму в строительный фонд. Теперь я могу покрыть все расходы. По всей вероятности, у меня имеется даже несколько сотен фунтов сверх необходимого. Господь дает не только самое необходимое для его работы, но Он дает с избытком. Это благословение наполнило меня невыразимым восторгом. Он полностью ответил на 1000 моих молитв в течение этих 1195 дней. 26 февраля. После покрытия всех расходов по покупке земли, строительству и обустройству нового сиротского приюта осталось еще 767 фунтов. Это доказывает, что Господь может обеспечить нас не только всем необходимым для Его служения просто в ответ на молитву, но Он может дать нам гораздо больше того, что нам необходимо. 18 июня. Сегодня, как плод молитв, на протяжении 3 лет и 7 месяцев мы начали перевозить детей из 4 сиротских приютов на улице Уилсон в наш новый сиротский приют. 23 июня. Это была неделя великого благословения. Все сироты вместе с их учителями и наставниками были перевезены в новый сиротский приют. Теперь под его крышей обитают 140 людей. Господь очень сильно помог нам. Более 3 лет я искал помощи Бога касательно всего, что было связано с новым сиротским приютом. Я ожидал Божьей помощи, но Он все исполнил сверх моих ожиданий. Несмотря на то, что последние сироты были перевезены только позавчера, все идет гладко, и в приюте царит великий порядок. Хвала Господу за это. Моя душа возвеличивает Его за Его благость.
Господь восполнил также все дополнительные расходы, связанные с переездом детей с улицы Уилсона в новый сиротский приют. У меня есть более 500 фунтов на начало ведения хозяйства в новом сиротском приюте. Насколько же истинно то, что уповающие на Господа не будут разочарованы? После многих великих испытаний веры на протяжении 13 лет и 2 месяцев, за время, пока сироты жили на улице Уилсона, Господь принес нам относительное изобилие. Да прославится Его святое имя. 30 августа. Я получил записку с 50 фунтами, в которой говорилось: «Я посылаю вам 50 фунтов, половину для миссии, а половину для сирот, при условии, что у вас нет каких-либо личных нужд. Если же они у вас есть, то возьмите для себя 5 фунтов. Это будет последней большой суммой, которую я смогу послать вам. Все остальное уже почти вложено». Я взял половину этой суммы для сирот, а половину для миссионеров. Когда этот человек сказал «все остальное уже вложено», он подразумевал, что он отдал все это для Господа. Действительно, это самое лучшее применение средств, которые Господь уверяет нам. С тех пор я получал еще и другие большие вклады от этого человека. Он использовал свои деньги для Бога, и Бог вскоре доверил ему другую большую сумму, которую он вновь употребил для Господа. Это вовсе не удивило меня. В чем бы Господь ни поставил нас распорядителями, в духовных ли вопросах или мирских вещах, если мы действуем как распорядители, а не как владельцы, то Он доверит нам большее. Глава 21. Новая победа веры. 5 декабря 1850 год. Прошло уже 16 лет и 9 месяцев с тех пор, как я начал Институт библейских знаний для распространения Евангелия в стране и за ее пределами. Поначалу этот институт был очень маленьким. Теперь он настолько велик, что текущие расходы превышают 6000 фунтов в год. В новом сиротском приюте проживают 300 сирот, а всего с ним связано 335 человек. У меня много работы. Несмотря на это, я думаю над тем, как трудиться еще больше, чем когда бы то ни было, чтобы послужить бедным сиротам. Этот вопрос занимал мой ум последние 10 дней, и я начал об этом молиться. Сейчас я обдумываю строительство еще одного сиротского приюта, достаточно большого для 700 детей, так чтобы в целом я мог проявлять заботу о 1000 сирот. В последние 16 месяцев мы приняли 207 сирот, и еще 78 ожидают своей очереди. Большинство других благотворительных учреждений для сирот очень усложняют процедуру принятия обездоленного ребенка или же вообще делают это невозможным, если за ним не стоит влиятельный попечитель. В нашем случае не нужно ничего другого, кроме заявления на мое имя. Самый бедный человек, без влияния, без друзей, без каких-либо взносов, независимо от того, где он живет или к какой деноминации принадлежит, может обратиться к нам. Так как бедным людям тяжело определить своих осиротевших родственников в обычное учреждение, я чувствую призвание быть другом таким сиротам. Опыт, который я получил за 15 лет в этом служении, побуждает меня использовать мои знания с полной отдачей сил. Ни один член комитета или президент общества, возможно, не сможет иметь подобного опыта, пока он лично не посвятит такой работе столько же лет, сколько я отдал. Если еще 700 молодых душ могут быть приобщены к истинному благочестивому наставлению, то насколько же благословенно это служение для Царства Христова. Я начал эту работу, чтобы показать миру и церкви, что Бог на небесах слышит молитвы и отвечает на них. Это тем более явно подтверждается, когда выполняется большая работа при условии, что все денежные средства я получаю просто посредством молитвы и веры. Но тут мне стали приходить на ум мысли другого рода. У меня и так уже много работы. Моя дорогая жена также очень загружена, почти все ее время прямо или косвенно занята сиротами. Не беру ли я на себя слишком большую физическую и умственную нагрузку, думая о новом сиротском приюте? Не выхожу ли я за рамки своей веры, думая о дальнейшем расширении работы? Не является ли это обольщением сатаны, попыткой переместить меня с моего положения, в котором я приношу пользу, за пределы моих способностей? А может, стремление построить больший сиротский приют является ловушкой, рассчитанной на то, чтобы раздуть мою гордость? Я могу только молиться, чтобы Господь не позволил сатане взять надо мной верх. По благодати Божией мое сердце говорит: «Господь, если я смогу увериться, что мое продвижение вперед в этом вопросе соответствует Твоей воле, то я с радостью буду это делать. С другой стороны, если бы я мог убедиться, что это суета, глупость, гордые мысли, и это не от Тебя, то я бы тотчас оставил эту идею. Я надеюсь на Бога, Он поможет мне и наставит меня. Основываясь на Его прежних делах в моей жизни, я бы, однако, не удивился, если бы Он призвал меня к расширению работы в этом направлении. Господь, пожалуйста, открой мне свою волю в этом вопросе». 11 декабря. Эта перспектива постоянно занимает мое сердце. Моя душа возрадовалась бы продвижению вперед в этом служении, если бы я был уверен, что Господь повелевает мне так поступать. С другой стороны, если бы я был убежден, что Господь желает, чтобы я довольствовался нынешним служением и не молился о расширении работы, то я тоже был бы счастлив. Я хочу только угождать Ему. Что касается внешних обстоятельств, то не было ничего такого, что могло бы подталкивать меня к этому. Доход Института библейских знаний был необычайно мал, в то время как расходы были велики. Но это ничего не будет значить для меня,
если я только буду уверен, что Господь повелевает мне двигаться вперед. Поэтому суть моей молитвы в том, чтобы Господь открыл мне свою волю. Я хочу терпеливо дожидаться Его времени, когда Он осветит мой путь своим светом. 26 декабря. Я провел особое время в молитве в поисках воли Божьей. Но хотя я продолжал просить Господа не позволить мне впасть в заблуждение, у меня нет сомнений, что надо двигаться вперед. Это один из самых больших шагов, которые я когда-либо предпринимал, и он требует много предосторожности, усердной молитвы и обдумывания. Я не тороплюсь. Я мог бы ждать годами, прежде чем предпринять какой-либо шаг в этом направлении или рассказать об этом кому-нибудь. С другой стороны, если бы Господь захотел, я мог бы взяться за это дело уже завтра. Я ищу чести и славной привилегии еще больше служить Господу. В свои ранние годы я служил сатане, а теперь я желаю всеми своими силами служить Богу в оставшиеся дни моего земного странствования. Огромное количество сирот нуждаются в обеспечении основных жизненных потребностей. Я желаю, чтобы Господь использовал меня как инструмент в обеспечении насущных нужд не только 300 сирот, которые сейчас находятся под моей опекой, но и еще 700. Я хочу донести библейское учение до 1000 сирот. Когда Бог даст мне приют на 700 сирот и все необходимое для их обеспечения, тогда всем будет видно, что Бог по-прежнему слышит молитвы и отвечает на них. День за днем я буду продолжать ожидать Его в молитве по этому поводу, пока Он не прикажет мне действовать. 2 января 1851 год. На прошлой неделе я начал читать книгу притчей. Мое сердце воодушевилось следующим местом Слова Божьего. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи, 3 глава, стихи 5-6. По благодати Божией я признаю Господа на всех моих путях. Я спокойно и уверен, что Он направит мои стези в отношении этого нового сиротского приюта. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Притча 11.3. Мое искреннее желание воздать славу Богу, и поэтому я ожидаю, чтобы Он направил меня. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Притча 16.3. Я предаю свои дела Господу, и поэтому ожидаю, что мои намерения совершатся. Мое сердце исполнено мира, покоя и уверенности, что Господь и дальше будет использовать меня в работе с сиротами. 14 января. Я отделил этот вечер для молитвы, вновь прося Господа не позволить мне ошибиться в этом вопросе. Я рассмотрел все доводы против строительства еще одного сиротского приюта. Ради ясности я их записал. Доводы против учреждения еще одного сиротского приюта на 700 сирот. Первый. Не выйду ли я за рамки своих духовных способностей? По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Римлянам 12.3. Если Господь оставит меня на самого себя, то для того, чтобы я потерпел поражение, мне будет достаточно всего 10 доли всех моих испытаний и сложностей, с которыми я сталкиваюсь. Но пока Он поддерживает меня, и я преодолеваю одно препятствие за другим, с Божьей помощью я смогу перенести любые сложности и испытания. Я надеюсь на укрепление веры с каждым новым препятствием, которое Господь помогает мне преодолевать. Второе. Выйду ли я за рамки моих физических и умственных сил? Из всех возражений против учреждения еще одного сиротского приюта это единственная реальная трудность. Все управление, дирекция и огромное количество корреспонденции Института библейских знаний за все эти 16 лет и 10 месяцев лежали только на мне. Наняв умелого секретаря, делопроизводителя и инспектора школ, я бы с Божьей помощью мог, как директор, решать гораздо больше вопросов. Третье. Если бы я чувствовал уверенность в том, что нынешний масштаб работы Института библейских знаний является пределом моей деятельности, то я бы немедленно отказался от нового проекта. Но я не уверен, что достиг Божьего предела. Господь в прошлом помогал мне проходить через все трудности. Видя перед собой это обширное поле, полезной работы и имея огромное количество заявок на принятие сирот, я страстно желаю сделать еще больший вклад в это дело. Четвертое. Похоже ли на искушение Господа мысль о строительстве дополнительного сиротского приюта еще на 700 сирот? В соответствии с Библией, искушать Бога означает ограничивать Его в любом из Его проявлений. Я же не хочу ограничивать Его силу или Его желание даровать мне все средства, необходимые для строительства еще одного сиротского приюта. Пятое. Откуда я получу деньги на строительство этого огромного сиротского дома? Даже если я и получу их, где я буду брать деньги на одновременное поддержание той работы, которая уже выполняется? Если рассматривать этот вопрос с естественной точки зрения, тогда это весомое возражение. Но несмотря на то, что у меня нет надежды преуспеть своими силами, я нисколько не унываю духом. У Бога есть могущество дать мне 35 тысяч фунтов, которые мне понадобятся, и даже больше. Более того, мне доставляет удовольствие сталкиваться с большими трудностями. Я только хочу быть полностью уверен с самого начала, что я продвигаюсь вперед в этом вопросе, в согласии с волей Господа. Если это так, то Он пошлет мне средства, а если нет, то я не получу ничего. Я не намереваюсь просить
кого-либо персонально о помощи, но предамся молитве, как я это делал в прошлом. 6. Предположим, что я успешно завершу строительство этого сиротского приюта, но как же я смогу обеспечивать еще 700 сирот? Я достаточно хорошо разбираюсь в бизнесе, чтобы не понимать всю серьезность этого вопроса. Если бы я смотрел на вопрос только с естественной точки зрения, то должен был бы признать, что зашел слишком далеко. Но духовно я вообще не вижу трудностей. Если я смогу построить этот второй сиротский приют, то Бог, несомненно, пошлет и все остальное, так как Он дал мне способность полагаться на Его обеспечение. 7. Предположим, что я смогу получить эту огромную сумму на строительство еще одного приюта на 700 детей. Положим, я смогу обеспечивать их на протяжении всей моей жизни. Но что станет с этим учреждением после моей смерти? Мое дело – служить моему поколению всей своей силой. И так поступая, я наилучшим образом послужу и следующему поколению, если Господь Иисус замедлит прийти. Он может вернуться вскоре, но если Он замедлит, а я уйду до Его возвращения, моя работа принесет пользу грядущему поколению. Если бы это возражение было здравым, то тогда я вообще не должен был бы начинать работу с сиротами из-за страха, а что же будет с ними после моей смерти? Тогда все сотни обездоленных детей, о которых Господь позволил мне позаботиться, на протяжении последних 15 лет не смогли бы получить через меня помощи. 8. Может ли строительство еще одного сиротского приюта разжечь во мне чувство гордости? Эта опасность присутствует. Даже если бы я не был призван расширять это служение. 1/10 доли почестей, которых удостоил меня Господь, и 1/10 доли служения, которое Господь мне верил, будет достаточно, чтобы я возгордился. Я не могу сказать, что Господь держал меня в смирении, но я могу сказать, что Он дал мне сердечное желание отдавать Ему всю славу и рассматривать как Его величайшую милость тот факт, что Он привлек меня к своему служению. Поэтому я не считаю, что опасность возгордиться должна удерживать меня от продвижения вперед в этом деле. Я усердно прошу Господа дать мне смиренное отношение сердца и никогда не позволить присвоить себе славу, которая принадлежит только Ему одному. Доводы в пользу учреждения еще одного сиротского приюта. 1. Продолжает поступать множество заявок на принятие сирот. Я рассматриваю это как призвание Бога для меня делать все возможное в моих силах, чтобы обеспечить домашний очаг и библейское образование возможно большему количеству сирот. Я не могу отказать в помощи, когда я вижу дверь, открытую Богом. 2. Нравственное состояние богоделень особо понуждает меня двигаться вперед. Я слышал от авторитетных специалистов, что дети, находящиеся в этих приютах, развращены аморальными людьми, которые там живут. 3. Меня чрезвычайно ободряет огромная помощь, которую оказывает мне Господь в этом благословенном деле, в этом служении. Когда я смотрю, с чего мы начинали, и осознаю, как Господь помогает мне более 15 лет в работе с сиротами, то уверен, что я должен продвигаться вперед. 4. Мой опыт и способности возрастают по мере выполнения работы. Как руководитель работы, поставленный Богом, я даже в малых начинаниях ответственен перед Ним за применение тех способностей, которыми Он меня наделил. Эти аргументы, совместно с предыдущими доводами, по-видимому, являются призывом от Бога двигаться вперед в еще большей степени, нежели ранее. 5. Духовное возрождение большего количества сирот является еще одной причиной, по которой я чувствую призвание продвигаться вперед. Я хочу для них намного большего, чем просто благопристойности и нравственного поведения. Я хочу, чтобы они стали полезными членами общества. Мы учим их работать и наставляем их в полезных для жизни профессиональных навыках. Я не могу удовольствоваться ничем без завоевания душ сирот для Господа. Так как это является первоочередной задачей в отношении дорогих сирот, я страстно желаю быть еще более полезным, чем когда-либо, взяв под свою опеку 1000 сирот. 7. Мое величайшее желание – показывать и впредь красоту и величие Бога и Его готовность слышать молитву. 8. Я исполнен мира и счастлив от перспективы расширения работы. Этот совершенный мир, который я ощущаю после каждой ежедневной сердечной молитвы изучения Слова Божьего, не возникал бы во мне, если бы Господь не намеревался действовать через меня еще больше. Поэтому на основании рассмотренных ранее контраргументов и этих 8 доводов в пользу расширения работы я пришел к заключению, что Божья воля для меня состоит в том, чтобы я послужил Ему более значительным расширением поля деятельности. 4 января. Господь дает мне драгоценные доказательства того, что Он бывает доволен, когда мы ожидаем от Него великих свершений. Этим вечером я получил 3000 фунтов, самое большое пожертвование, которое когда-либо поступало. Я ожидаю гораздо больших сумм, чтобы стало более явным, что лучший способ получить финансовые средства на работу Господа, то это просто Ему доверять. Невозможно описать мою радость в Боге по случаю этого вклада. Я беру деньги из рук Бога живого. Моя душа покоится и находится в мире, не испытывая какого-либо эмоционального волнения, хотя пожертвование столь велико. Подобно голосу с неба, оно ободряет меня строить еще один сиротский приют. 24 мая.
Поступило еще 92 заявки на принятие сирот, а еще 78 уже стоят на очереди. Это число быстро увеличивается, так как работа становится широко известной. Я буду двигаться вперед в этом служении и буду во славу и честь Богу живому строить еще один сиротский приют, в котором смогут разместиться 700 сирот. Размер суммы, необходимой для обеспечения этих забот, приносит мне особую радость. Чем значительнее трудность, которую нужно будет преодолеть, тем очевиднее будет то, как многого можно достичь посредством молитвы и веры. Когда возникающие перед нами трудности ради нас преодолевает Бог, тогда мы можем быть уверены, что занимаемся Его делом, а не нашим собственным. Глава 22. Больше получать, чтобы больше давать. 26 мая 1851 год. Христианин никогда не должен волноваться о завтрашнем дне или жертвовать скупо из-за возможной нужды в будущем. Только настоящий момент нам дан для служения Господу, а завтра может никогда не наступить. Деньги имеют ценность только в той мере, в какой они могут быть использованы для совершения работы Господней. Жизнь же настолько драгоценна, насколько мы посвящаем ее на служение Господу. Любое занятие можно использовать для служения Господу, но в мирской работе необходимо следовать определенным принципам. Христианин не должен занимать такую позицию и избирать такие методы ведения бизнеса, которые будут удерживать его от переживания обильного Божьего процветания. Бог не может благословлять ничего из того, что заставляет верующего больше зависеть от себя или от обстоятельств, чем от Бога живого. Например, христианин, бизнесмен, не должен чувствовать побуждение владеть экстравагантным магазином, использовать хвастливые рекламы или арендовать самые престижные и дорогие помещения, чтобы иметь процветающий бизнес. Конечно, его магазин должен быть чистым и благоустроенным, с удобными витринами, показывающими ассортимент продуктов, размещенных удобным для клиентов образом. Но он не должен надеяться на эти вещи как на основу своего безусловного успеха. Верующий должен полагаться и надеяться только на Бога. Дети Божьи часто используют такие выражения, как «это благоприятное для нас время» или «это неудачное для нас время». Это означает, что они не пытаются ежедневно искать Бога в своем призвании. Вместо этого они приписывают благоприятные для них обстоятельства временам и сезонам года. Место Писания «И не совершил там многих чудес по неверию их» Матфея 13:58 содержит истину, которую можно применить к этому случаю. Дитя Божье должно сказать: обычно в это время года бизнес терпит спад, но я желаю служить Богу, моим бизнесом и помогать тем, кто нуждается. Молитвой и верой я могу получить благословение от моего Небесного Отца, хотя сейчас и не самый благоприятный период для бизнеса. Еще одна причина, по которой Бог может не благословлять своих детей в их бизнесе, может состоять в том, что они стараются нанимать в кавычках «хороших продавцов», таких людей, которые настолько убедительно навязывают свое мнение клиентам, что начинают давлеть над ними. Они убеждают их покупать не только те вещи, которые им нужны, а такие вещи, которые они вообще не собирались покупать. Это не что иное, как искусный обман людей, приводящих их к греху покупать вещи сверх их возможностей. Или, по крайней мере, к бесполезной трате денег. Хотя подобные греховные трюки могут позволить преуспеть мирскому человеку, но Дитя Божье, которое использует подобную тактику, не будет благословенно. Следующая причина, по которой дети Божьи бывают неуспешны в своем призвании, состоит в том, что они пытаются начинать свой бизнес со слишком маленького капитала. Если у верующего вообще нет капитала, или же он слишком мал по сравнению с тем, который требует его бизнес, то он должен задаться вопросом: если Отец Небесный желает, чтобы я начал этот бизнес, тогда он должен дать мне деньги, необходимые для его организации. А если это не так, то не является ли это прямым указанием на то, что на данный момент я должен оставаться на прежней работе? Бог использует различные пути для обеспечения нас деньгами. Но если он не убирает препятствия, а брат все равно начинает бизнес и покупает все необходимое в кредит, то он добавляет себе только лишние заботы о счетах. Лучшее, что может сделать брат при подобных обстоятельствах, это признать свой грех и искать милостивой помощи Бога, который поставит его в правильную позицию. Предположим, что все предыдущие моменты учтены, но мы все еще пренебрегаем поисками Божьего благословения на наше призвание. Мы не должны тогда удивляться, если трудности будут приходить одна за другой. Недостаточно искать Божьей помощи только в духовных вопросах. Мы должны искать Его помощи и благословения посредством молитвы и прошения в отношении всех наших обычных жизненных забот. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Притчи, 3 глава, стихи 5-6. 30 мая. Наша работа среди сирот умножается. С начала учреждения института в 1834 году и до сегодня только в Бристоле обучение в разных дневных школах прошли 5343 ребенка. В воскресной школе обучилось 2379 человек, и 1869 человек занимались в школе для взрослых. Мы также помогали тысячам детей в школах за пределами Бристоля.
Господь порадовал наши сердца, действуя Духом Своим Святым среди сирот. Я уповаю только на Бога в расширении масштабов работы с сиротами. Прежде чем я еще говорил кому-либо о своих планах, я записывал свои мысли на эту тему и давал их читать моему дорогому другу-христианину. Я делал это, чтобы иметь возможность советоваться с молитвенными, мудрыми и предусмотрительными мужами Божьими, каковым был мой друг. Когда этот брат вернул мои записи, то ободрил меня и передал мне немного денег для строительного фонда. Это был первый вклад на приют, и для меня это было драгоценным подтверждением, что я должен двигаться вперед в моих планах. 21 июня. Прошло 24 дня с тех пор, как я в вере ожидал от Господа финансов. С тех пор было внесено немногим больше 28 фунтов, но я не разочаровываюсь. Чем меньше приходит средств, тем я усерднее молюсь, тем больше ожидаю ответов, и тем более возрастает моя уверенность в том, что Господь в свое время пошлет мне все, в чем я нуждаюсь. 12 августа. Я ежедневно усердно молюсь, чтобы Господь послал деньги для строительного фонда. Моя душа пребывает в покое, хотя поступило совсем мало средств. Сатана пытается поколебать мою уверенность и навязать мне вопрос, не ошибся ли я в целом в этих планах. Тем не менее, я не позволил ему восторжествовать надо мной. Я просил Господа подкрепить мой дух, послав большие пожертвования. Этим утром я получил 500 фунтов на новое здание. Я ожидал большого пожертвования, поэтому не был удивлен, когда пришли 500 фунтов. Хвала Господу за эту драгоценную поддержку. 13 сентября. Мне по-прежнему нужны терпение и вера. Я желаю, чтобы терпение производило совершенное действие. Сегодня на строительство не пришло ни пени, но еще 5 сирот обратились с просьбой о зачислении. Чем больше я смотрю на внешние обстоятельства, тем менее вероятно мне кажется, что я когда-либо получу необходимую сумму, но я имею веру в Бога, и мои надежды только на Него. Господь может мгновенно изменить обстоятельства, поэтому я продолжаю ожидать Бога и искать ободрение для своего сердца в Его Слове. Пока Он задерживается с ответами, я буду занят Его благословенной работой. Количество заявок на принятие сирот разжигает мой молитвенный пыл и ободряет меня в том, что Господь даст мне желание моего сердца, обеспечит домашний приют для этих детей. 17 марта 1852 года. Мое сердце было очень возрадовано пожертвованием примерно в 1000 фунтов. Я не могу описать словами, насколько вдохновляющим для моей веры является этот вклад. После недели ожидания и столь маленьких вкладов, этот ответ на многие молитвы так сладок моему духу. 20 мая. Несколько сирот, ставших в этом году выпускниками учреждения, перед своим уходом обратились к Господу. Несколько других молодых людей, которые находились под нашей опекой несколько лет назад, сегодня являются утвержденными христианами. Духовный рост детей приносит нам радость и утешение. Посреди трудностей, испытаний и разочарований у нас есть множество причин воздать хвалу Богу за Его благость и двигаться вперед в силе и могуществе Господа. Глава 23. Больше работы и более великие чудеса. 4 января 1853 год. Долгие месяцы я сохранял уверенность в том, что Господь в свое время пошлет нам большие суммы денег для этой работы. Наконец Он ответил на мою просьбу. Я получил обещание пожертвования в 8100 фунтов от одной группы христиан. Посмотрите, как драгоценно уповать на Бога. Посмотрите, как те, кто поступают так, не бывают разочарованы. Вера и терпение могут подвергаться испытаниям, но в итоге те, кто чтут Бога, не будут постыжены. Размер вклада не удивил меня, потому что я ожидал от Бога великих дел. Разве я зря хвалился Богом? Не очевидно ли то, как драгоценно во всем зависеть от Бога? Принципы, которыми я руководствуюсь, применимы не только к малым делам Божьим, но также и к великим свершениям Бога. 26 мая. Текущие расходы учреждения никогда не были столь велики за последние 19 лет. Но масштабы их приложения и обеспечения, которое посылает Господь, также никогда не были столь велики. Мы обильно вознаграждены за упование на Бога. Он выслушивает прошения своих детей, которые доверяют Ему свои заботы. Но чтобы получить ответ на молитву, христианин должен осознавать, что он может открывать свои просьбы перед Богом только благодаря заслугам и достоинству Господа Иисуса. Он не должен полагаться на свои собственные заслуги и достоинства. Действительно ли вы верите в Иисуса? Зависите ли вы только от Него в деле спасения вашей души? Осознайте, что ваша собственная праведность даже в малейшей степени не может служить основанием для вашего принятия Богом. Если вы верите в Господа Иисуса, тогда и ваши просьбы будут почитаться Богом. Предположим, что мы, верующие в Господа Иисуса, открываем свои нужды Богу. Предположим также, что насколько искренне мы можем судить удовлетворение наших просьб послужит для нашего духовного блага и для славы Богу. Следовательно, мы должны продолжать молиться до тех пор, пока благословение не будет нам даровано. Более того, мы должны верить, что Бог действительно слышит нас и ответит на наши молитвы.
Часто мы сдаемся, оставляя молитву еще до того, как приходит благословение, и перестаем его ожидать. С какой уверенностью человек совершает эти действия, с такой же уверенностью и будет удовлетворяться его просьба. 9 октября. Этим утром перед завтраком я прочел 7 главу Луки. Читая повествование о том, как Иисус воскресил из мертвых сына вдовы, я набрался храбрости и сказал: «Господь Иисус, у Тебя и сейчас есть та же сила. Ты можешь обеспечить меня всеми средствами для Твоей работы. Пожалуйста, сделай это». Где-то через полчаса я получил 230 фунтов, предназначенных для самых необходимых расходов. Невозможно описать радость, которую приносят мне подобные ответы. Я решил зависеть только от Бога и не пытаться найти небиблейский выход для себя. Я отложил 1000 фунтов для строительства и не прикасаюсь к ним. Моя душа возвеличивает Господа за Его благость. Своим естественным умом мы склонны рассуждать, в то время как мы должны верить. Мы начинаем действовать, в то время как должны находиться в покое, или склонны идти нашими собственными путями, тогда как мы должны твердо ходить путями Божьими. В то время, когда я только был обращен, я мог бы сказать, что плохого в том, чтобы временно воспользоваться деньгами, которые были внесены в строительный фонд. Бог же все равно поможет мне с деньгами для сирот, и тогда я смогу их возместить. Но каждый раз, когда мы сами ищем себе выход, нам становится все труднее доверять Богу. В итоге мы начинаем полностью полагаться на наши естественные рассуждения, и тогда неверие одерживает верх. Насколько же отличается ситуация, когда человек ожидает надлежащего Божьего времени и уповает на его помощь и избавление? Когда помощь наконец приходит после многих часов молитвы, веры и терпения, то как же это приятно? Какую награду получает душа, доверяющая Богу и терпеливо ожидающая Его избавления? Если вы никогда прежде не ходили этим путем послушания, сделайте это сейчас. Вы испытаете удивительную радость, которую принесет вам ваша верность Богу. 15 декабря. Я возвеличиваю, прославляю Господа и воздаю Ему хвалу за Его любовь и верность в том, как Он вел меня из года в год в Его служении и обеспечивал меня всем необходимым. Без Его помощи и поддержки я бы полностью обессилел за очень короткое время. С Его помощью я продолжаю двигаться вперед и очень счастлив в моем служении. Сейчас я нахожусь в лучшем состоянии здоровья, чем даже 20 лет назад. За последние несколько лет очень важным делом для меня стало распространение Библии. Силы тьмы пытались украсть у церкви Святое Писание, поэтому я пользуюсь любой возможностью распространять Библию по всему миру. Многие слуги Христовы в различных частях мира помогали мне в этой работе. Через них были распространены тысячи Библий. Если вы участвуете в распространении брошюр и не видите никакого плода от этого, я предлагаю обратить внимание на следующие моменты в нашем молитвенном общении с Богом. Первое. Через молитву и размышления над Словом будьте готовы воздать Богу всю славу, если ваше служение принесло хороший результат. Если вы желаете чести для себя, тогда Господь должен будет отставить вас в сторону, как сосуд, непригодный для Господнего потребления. Одно из величайших качеств, необходимых для полезного служения Господу, это сердце, которое искренне желает славы только Богу. Второе. Начинайте все свои труды с ревностной и усердной молитвы. Не возлагайте надежды на количество трактатов, которые вы раздали, потому что и миллион трактатов может не привести к обращению одной единственной души. В то же время неизмеримое благословение может прийти даже от одного единственного трактата. Ожидайте, чтобы все приходило через благословение Господне и ничего от ваших собственных усилий. Третье. В то же время действуйте. Входите в любую открытую дверь. Будьте готовы вовремя и не вовремя действовать. Действовать так, будто все зависит от ваших трудов. Это один из величайших секретов, связанных с успешным служением Господу. Работайте так, словно все зависит от вашего старания, и верьте в благословение Господне, которое принесет успех. Четвертое. Однако это благословение Господне не просто нужно искать в молитве, но его также необходимо ожидать. В результате мы непременно его получим. Пятое. Предположим, что из-за испытания нашей веры это благословение долгое время не появляется. Или предположим, что мы умрем до того, как увидим добрые результаты наших трудов. Наши труды, совершаемые на правильном пути, будут в конечном счете обильно вознаграждены, и мы пожнем обильный урожай в День Христов. В начале этого периода в новом сиротском приюте на Эшли-Даун находилось 300 сирот. На протяжении года было зачислено еще 30 сирот, что в общей сложности составляет 330 детей. Общее число сирот, которые находились под нашей опекой с апреля 1836 года по 26 мая 1854 года, составило 558 человек. За последний год моя вера была испытана как никогда ранее. Моя возлюбленная дочь, мой единственный ребенок, который уже несколько лет была верующей, начала болеть. Болезнь перешла в тиф, и, казалось, не было надежды на ее выздоровление. Но вера восторжествовала. Моя возлюбленная жена и я отдали дочь в руки Господа, и Он поддержал нас обоих. Моя душа находилась в совершенном мире, доверяя моему небесному Отцу.
Тяжелая болезнь держалась более 2 недель. Затем дочь стала поправляться, и мы отправили ее в Кливден для восстановления сил. Из всех испытаний веры, через которые мне пришлось проходить, это было самым тяжелым. Но благодаря обилию Божьей милости я был способен утешаться Богом, и Он дал мне желание моего сердца. Бог всегда верен тем, кто доверяет Ему. Глава 24. Непрерывное процветание и рост. 26 мая 1855 год. Несмотря на то, что у меня на руках не было всей необходимой суммы для начала строительства нового сиротского приюта, я начал присматривать землю. За последние 4 года у меня не возникало сомнений, что строительство жилища более чем для 700 сирот является волей Божьей для меня. Прежде всего я решил посмотреть, какие преимущества мы будем иметь, если вместо одного здания приюта построим 2. Я решил проверить, возможно ли построить еще по одному зданию с каждой стороны уже существующего сиротского приюта. Измерив земельный участок, я обнаружил, что это возможно. Поэтому я пригласил архитектора обследовать участок и составить черновой план для постройки 2 домов с каждой стороны существующего приюта. Осуществив такой план, мы бы не только сэкономили деньги, но и облегчили бы управление и обслуживание всего учреждения, поскольку дома находились бы рядом. И у нас еще оставалось бы достаточно земли для выращивания овощей. Когда я увидел, что все это можно сделать на нашей собственной земле, то безо всякого отлагательства решил строить дом с южной стороны сиротского приюта. Сейчас планы уже готовы. И как только будут выполнены все необходимые подготовительные работы, мы начнем строительство. Этот дом предназначен для размещения в нем 400 девочек-сирот. В отношении второго дома, который мы собираемся строить с северной стороны сиротского приюта, в данный момент нельзя сказать ничего определенного. У нас есть достаточно средств для строительства и обустройства приюта на 400 сирот. И мы ожидаем, что еще немного денег останется. Но у нас недостаточно средств для строительства сразу обоих приютов. В моей жизни есть великое призвание заботиться об обездоленных сиротах. Сейчас зачисления в этот сиротский приют ожидают 715 сирот. 39 государственных сиротских домов обеспечивают заботу только о 3764 сиротах. Когда строился наш новый сиротский приют, около 6 тысяч маленьких сирот жили в тюрьмах Англии. Потому что их некуда больше было определить. Чтобы не допустить их отправки в тюрьму и жизни во грехе, и для завоевания их душ для Бога, я хочу расширить существующее учреждение настолько, чтобы мы смогли разместить 1000 сирот. Люди, которые избрали жить не для настоящего времени, а для вечности, получат возможность помогать мне заботиться об этих детях. Быть призванным делать что-либо для Господа является огромной честью. Когда придет день воздаяния, тогда единственное, о чем мы можем сожалеть и будем сожалеть, так это о том, что сделали для него так мало, тогда как должны были сделать так много. Если кто-то желает жить жизнью веры и доверять Богу, он должен, первое, не просто говорить, что доверяет Богу, а действительно это делать. Часто люди исповедуют, что верят Богу, но при этом не упускают ни малейшей возможности прямо или косвенно рассказать кому-то о своей нужде. Я не говорю о том, что рассказывать о своем финансовом положении – это неправильно. Но открывать свои нужды ради того, чтобы получить помощь от людей, это вряд ли свидетельствует о нашем доверии Богу. Бог воспринимает наши слова. Если мы на деле доверяем Ему, тогда мы должны полагаться только на Него одного. Второе. Человек, который желает вести такой образ жизни, должен быть доволен как богатством, так и бедностью. Он должен быть готов к жизни и в изобилии, и в нужде. Он должен быть готов оставить этот мир, ничем не обладая. Третье. Он должен быть готов получать деньги Божьими путями. Не только большие суммы, но и маленькие. Довольно часто я принимал всего 1 шиллинг, который давали мне. Отказываться от подобных знаков христианской любви было бы нехорошо. Четвертое. Он должен быть готов жить как Божий управляющий. Если кто-либо не раздает благословений, которые Господь посылает ему, тогда Господь, который побуждает сердца своих детей давать, вскоре высушит эти каналы. Мой большой приход вырос еще больше, когда я решил, что с Божьей помощью я могу помочь своими деньгами его неимущим святым и его работе. С того времени Господу было угодно доверить мне большее. 26 мая 1856 года. Вчера вечером исполнилось 24 года с тех пор, как я приехал трудиться в Бристоль. Оглядываясь на Господню доброту к моей семье и ко мне, к Институту библейских знаний и к святым, среди которых я стараюсь служить Ему, я восклицаю: что совершил Бог? Я удивляюсь Его доброте и в то же время не удивляюсь. Если я дольше останусь на земле, то буду ожидать еще больших проявлений Его любви. Господь продолжает позволять нам видеть плоды нашей заботы о сиротах. Он работает над сердцами и жизнями тех, кто сейчас находится под нашей опекой. Часто мы слышим, что многие из тех, о ком мы раньше заботились, стали христианами и живут для Господа. Доброта и милость Бога привлекают к Нему многих детей в сиротском приюте.
12 ноября 1857 год. Настал долгожданный день, за который я так долго молился, и мне даровано желание моего сердца. Сегодня я открыл приют более чем для 400 сирот. Как драгоценно это для меня после ежедневной молитвы в течение 7 лет. Это благословение не пришло неожиданно для меня, но я надеялся на него и ожидал его в непоколебимой вере, зная, что оно придет в угодное для Бога время. 20 ноября. Отопительный котел в сиротском приюте номер 1 дал большую течь. Мы думали, что котел продержится еще зиму, хотя и подозревали, что он сильно изношен. Сидеть, сложа руки и говорить «я буду доверять Богу» было бы для меня безответственной самонадеянностью, а не верой в Бога. Состояние котла невозможно было выяснить, не разобрав кирпичной кладки вокруг него. Что же теперь делать? Я был очень обеспокоен тем, чтобы дети, особенно младенцы, не пострадали от недостатка тепла. Но как мы могли получить тепло? Установка нового котла займет, скорее всего, несколько недель. Ремонт котла на ходу представлялся сомнительным делом из-за сильной утечки. Невозможно было что-то решить, не разобрав хотя бы частично кирпичную кладку. Для этого потребуется несколько дней. А что же делать тем временем, чтобы обогреть комнаты для 300 сирот? Наконец я решил вскрыть кирпичную кладку и оценить степень повреждения. Мы назначили день, в который должны были прийти рабочие, и сделали все необходимые приготовления. Обогрев приюта на время ремонта, конечно же, нужно будет приостановить. После того, как был назначен день ремонта, подул суровый северный ветер, принеся первые зимние холода. Ремонт нельзя было откладывать, поэтому я попросил Господа о 2 вещах: чтобы он изменил северный ветер на южный, и чтобы он дал рабочим желание работать. Я вспомнил, как много совершил Неемия за 52 дня, возводя стены Иерусалима, потому что у народа доставало усердия работать. Неемия 4:6. Настал памятный день. За вечер до того продолжал дуть суровый северный ветер, но в среду подул южный ветер, в точности так, как я молился. Погода была такой мягкой, что в обогреве не было нужды. Кирпичная кладка была снята, течь вскоре была обнаружена, и ремонтники приступили к делу. Где-то в половине 9 вечера, когда я собирался выходить из дома, мне сообщили, что пришел начальник ремонтной фирмы, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Я спустился в подвал, чтобы встретиться с ним и с рабочими. Начальник сказал: «Рабочие будут трудиться здесь сегодня допоздна и вернутся завтра рано утром». «Мы бы лучше, сэр», — сказал бригадир, — «работали всю ночь». И тогда я вспомнил вторую часть моей молитвы, чтобы Бог дал мне людей, у которых достает усердие работать. К следующему утру ремонт котла был завершен. В течение 30 часов была восстановлена кирпичная кладка и запущен подогрев котла. Все это время южный ветер дул так мягко, что не было никакой нужды в отоплении. Глава 25. Работа духа среди нас. 2 февраля 1858 года. Я предпринял первые шаги в отношении строительства 3-го приюта. Одна женщина из Лондона, которую я совершенно не знаю, дала указание своим банкирам посылать 300 фунтов для поддержки сирот. Меня также известили, что через 2 недели мне передадут 800 фунтов на работу Господа. 300 фунтов поступили на следующий день, а 800 фунтов пришли через 2 недели. По мере расширения фронта работ Господь учитывает темп расходов, помогая нам, когда помощь действительно необходима и часто заранее ее посылая. За 1857-58 годы мы из фондов института поддержали 24 школы, распространили около 4000 Библий и отдельных книг Писания и потратили более 3500 фунтов на помощь 82 миссионерам. Мне позднее сказали, что часто деньги приходили именно тогда, когда у миссионеров не оставалось и шиллинга. Мы также распространили более 1 миллиона брошюр и книг. Письма, полученные от людей, которые занимались их распространением, показывают, что они замечательно послужили делу пробуждения и обращения душ. В течение последних 22 лет Дух Божий работал среди сирот, и многие из них пришли к познанию Господа. Но никогда не совершалась столь великая работа, как за последний год. 26 мая 1857 года умерла Каролина Бейли, одна из сирот. Смерть этой возлюбленной девочки, которая уже несколько месяцев знала Господа, Господь обратил в ответ на наши ежедневные молитвы за обращение сирот. Внезапно более 50 девочек начали задавать вопросы о небесах, об аде и о вечности. Молодые люди часто интересуются Словом Божьим, но эти познания у них надолго не закрепляются. Я лично это видел, имея дело со многими тысячами детей и подростков за последние 30 лет. Если бы такое духовное пробуждение среди сирот стало происходить в последние несколько дней или даже недель, я бы даже не упомянул о нем. Но прошло более года, и вдобавок к тем 10, которые уже были верующими, еще 23 девочки приняли Христа как своего Спасителя. Более того, несколько других девочек из сиротского приюта номер 2 и несколько мальчиков также стали интересоваться Словом Божьим. Наши труды уже начали благословлять сердца и некоторых недавно принятых сирот.
17 февраля 1858 года. Насколько я могу судить, сейчас у меня есть все финансовые возможности для строительства третьего приюта. Я могу выполнить весь комплекс работ для расширения приюта до 1000 сирот. 29 октября. В последнем сообщении я отметил, что искал землю под третий сиротский приют. Я ежедневно уповал на Бога, и Он упражнял мою веру и терпение. Не один раз, когда казалось, что я обретаю свои желания, я вновь оказывался от Него дальше, чем когда-либо. Будучи полностью уверенным, что время Господа еще не пришло, я продолжал молиться и упражнять веру. Я знал, что в итоге Он все равно поможет. В прошлом месяце я получил 11,5 акров земли с домом, который находится неподалеку от новых сиротских приютов. Их разделяет только дорога. Цена на дом и землю превышала запланированную мной, но мне было важно, чтобы третий приют находился рядом с двумя другими для облегчения управления и обслуживания. Чем дольше я пребываю в этом служении, тем больше нахожу, что молитва и вера могут преодолеть любое препятствие. Теперь, когда у меня есть земля, я хочу использовать ее наилучшим образом и построить дом на 400 сирот, а не на 300, как я раньше планировал. После нескольких встреч с архитекторами я выяснил, что сравнительно немного повысив расходы, я смогу расселить 450 сирот. В конце концов, я решился на этот вариант. Это означает, что под моей опекой будут находиться 1150 сирот. 4 января 1859 года. 7000 фунтов предоставлены в мое полное распоряжение для работы Божьей. Когда я решил строить дом на 450 сирот вместо 300, мне были необходимы еще несколько тысяч фунтов. Я был полностью уверен, что Бог пошлет мне деньги, потому что я принял такое решение, надеясь на Него и для прославления Его имени. Господь почтил мою веру в Него. 26 мая. За последний год мы не видели столько великого и внезапного действия Духа Божьего среди сирот, как в предыдущие годы. Тем не менее, благословение Господне пребывает. Многие из 424 сирот, принятых за последние 18 месяцев, проявляют интерес к Слову Божьему. Они попросили, чтобы мы разрешили им брать Библии с собой в кровать, с тем, чтобы если они проснутся до звона колокола, они могли бы их почитать. Когда я начинал работу с сиротами, то одной из моих целей было принести пользу церкви, описав подробно это служение. Я с уверенностью предполагал, что ответы на мои молитвы будут побуждать верующих ожидать ответы на их молитвы и ободрят их возлагать все свои нужды на Бога. Я также твердо верил, что многие необращенные люди увидят, что Бог реален в своих делах. Как я ожидал, так и случилось. Бог использовал отчеты, которые я предоставлял об этом институте для ободрения многих людей. В тысячах случаев верующие были ободрены через них, получив утешение, воодушевление, направление к простой вере в Слово Божье и к доверию Ему во всем. 9 декабря. Сегодня исполнилось 24 года с начала работы с сиротами. Что за удивительное чудо совершил Бог? Теперь под нашей опекой находится 700 сирот. 10 декабря. Сегодня я получил следующее письмо от одного ученика. «Возлюбленный сэр, я пишу вам эти несколько строк с чувством признательности и огромной благодарности за все то добро, которое я получил, находясь под вашей опекой, и за то, что теперь вы определили меня в ученики, чтобы я получил подходящее ремесло и мог зарабатывать себе на жизнь. Я безопасно добрался до пункта назначения и был радушно принят работодателем. Дорогой сэр, я благодарен вам за образование, пищу, одежду и за все остальное, за все блага. Но больше всего я благодарю вас за наставление в Слове Божьем, которое я получил в сиротском приюте. Именно там я пришел к познанию Иисуса как моего Спасителя. Я надеюсь, что Он будет проводить меня через все трудности, искушения и испытания этого мира. Имея Его наставником, я надеюсь преуспевать в моем ремесле и таким образом проявить мою признательность вам за все добрые дела, которые вы делали для меня. Пожалуйста, примите мою признательность и благодарность. Я надеюсь, что вы проведете еще много-много лет, заботясь о детях, подобных мне. Я уверен, что буду часто, с удовольствием и с сожалением, вспоминать время, проведенное в счастливом приюте. С удовольствием, потому что я жил там, и с сожалением, потому что мне пришлось его покинуть. Пожалуйста, примите мою благодарность, признательность и передайте мою любовь учителям. День за днем и год за годом мы молились за духовный рост сирот, которые находятся под нашей опекой. Эти мольбы были обильно удовлетворены. Сотни сирот обратились к Господу. Мы вдохновлены ожидать от Бога еще больших благословений. 1 марта 1860 года. Великая работа Духа Божьего началась в январе и феврале среди девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Она распространилась и на более старших девочек, а затем и на мальчиков. В течение 10 дней около 200 сирот обрели мир через веру в нашего Господа Иисуса. Они попросили меня позволить им проводить свои молитвенные собрания, и с тех пор они их всегда проводят.
Многие из них проявляют заботу о спасении своих друзей и родственников. Они рассказывают или пишут им о том, как получить спасение. Ни в какой другой год у нас не было более возвышенного повода для благодарения за духовные благословения детей, как за последний год, и мы ожидаем в дальнейшем еще более великих благословений. Заключение. Мы не сомневаемся, что при сходных условиях для каждого верующего ученика Христова Бог сделает то же самое, что Он совершил для Джорджа Мюллера и его помощников. Мюллер не только верил Богу, что получит все финансовые средства, необходимые для работы, но и что в ответ на молитву ему будет дана мудрость для руководства этой работой. Результат превзошел даже самые величайшие его ожидания. Если кто-нибудь возьмет на себя труд заняться христианской работой в подобном духе и на тех же принципах, то его усилия вознаградятся такими же плодами. Однако не всегда можно увидеть немедленные результаты. Мы не должны пытаться ограничивать всеведение Бога близорукостью человеческого неведения. Задержка ответа на молитву веры может быть наилучшим проявлением бесконечной Божьей милости. Пока мы ожидаем Бога, мы можем испытывать страдания и разочарования, но в итоге это будет способствовать достижению цели. Не существует причины, по которой мы не могли бы признать пример господина Мюллера достойным нашего подражания. Любой, кто имеет такое же желание во всем исполнять волю Божью и проявляет простую детскую веру в его обещания, может надеяться на подобное благословение. Бог нелицеприятен. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Все учение Писания подкрепляет сказанное в этом стихе. В Библии приводятся самые различные примеры, чтобы показать нам, что Бог действительно является нашим Отцом и что Ему доставляет удовольствие даровать нам все необходимое для нашей пользы и для Его славы. Он поклялся самим собой направлять и помогать каждому, кто честно трудится ради пробуждения истинной веры в Его Слово. Ни один христианин, несмотря на лишения и унижения, не должен отчаиваться, совершая благородное дело Божье. Ему никогда не нужно ждать, пока он получит поддержку масс или богатых людей. Ему следует предпринять то, что, как он верит, является его призванием, пусть даже малого масштаба, и ожидать непосредственно от Бога помощи и наставления. Если Бог насадил семя, Он обеспечит ему корень, рост и плодоношение. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Псалом 117, стихи 8-9. Джордж Мюллер был живым доказательством реальности Писания, которое гласит: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Линкольн Вейланд. Конец книги.